Всем привет, здравствуйте, доброе утро. И сегодня я расскажу про район, который очень бережно относится к своей истории. Здесь сохранились народные обряды и традиции, берущие свое начало еще с языческих времен. Образцы татарского зодчества 18-19 веков. А еще здесь расположен единственный сельский театр на территории республики, имеющий статус государственного, который, кстати, в прошлом году отметил свое столетие. Итак, речь пойдет об Атнинском районе. Атнинский район знаменит еще и тем, что здесь, в деревне Епанчино, родился татарский Геродот Шагабуддин Марджани. Сейчас деревня почти опустела, и по данным 4-летней давности в ней было прописано всего 5 человек. Поэтому музей, посвященный Шагабуддину Марджани, находится в соседнем селе. В районе хорошо сохранились деревянные и каменные постройки 18-19 веков. Именно здесь находится мечеть, на строительство которой местный купец Ибрагим Бурнаев лично выпросил разрешение у Екатерины II. Строительство завершилось в 1769 году. Атнинцы очень гордятся, что на территории находится эта мечеть, древнейшая и сохранившаяся в Татарстане до наших дней. В Атнинском районе можно познакомиться и с традиционной татарской деревянной архитектурой 19 века, увидеть, как выглядели дома зажиточных татар в дореволюционной России. Однако в гораздо лучшем состоянии, чем архитектура, дошли до наших дней древние обряды. Ежегодно в первую пятницу июня население близлежащих деревень проводит здесь праздник Элише-Байрам. Это сохранившаяся с языческих времен традиция, когда собравшиеся возносили совместные молитвы верховному божеству Тенгри. Преданность традициям нашла отражение и в гербе Атнинского района. На нем изображен зеленый тюльпан, поверх которого гусиное перо. Тюльпан символизирует верность традициям, а перо – это символ просвещенности, культуры и духовности. Ну а теперь о погоде. Погода все никак не может окончательно переключиться на весну. Хоть дневная температура стабильно держится выше нуля, по ночам по-прежнему заморозки. Всю неделю сыро и пасмурно, и только завтра солнце порадует атнинцев своими яркими весенними лучами. Несмотря на унылую погоду, сохраняйте чувство юмора, оно поможет продержаться до теплых и солнечных дней. Данные предоставлены интернет-порталом Яндекс.Погода. До встречи в следующий понедельник, и не забывайте греть себя и своих близких.